Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Секреты татарской кухни». И я, Руслан Шарафудинов, представляю вам сегодняшнего гостя. Заслуженный артист Республики Татарстан, солист Государственной филармонии и оперного театра Владимир Васильев. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Руслан. Добро пожаловать. Спасибо за приглашение. Владимир Васильев. Заслуженный артист Республики Татарстан. Лауреат международных конкурсов. Владимир Васильев родился в Набережных Челнах. Окончил Казанский государственный педагогический университет по специальности учитель истории и вокальный факультет Казанской государственной консерватории класс Юрия Владимировича Борисенко. В 2009 году окончил аспирантуру при консерватории. Стажировался в Московской государственной консерватории класс Важи Чачавы, а затем в Вене, Австрия, класс Евгения Нестеренко. Владимир Васильев – солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая и Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, старший преподаватель академического вокала Казанской консерватории. Вот место тайного свидания, я здесь, красавица, давно гляжу, исполнено ожидание на разноцветное окно. Вот свет потух с тобой тревожный, она идет в немой тиши. Так трепетно, так осторожно спеши, красавица, спеши. Так трепетно, так осторожно спеши, красавица, спеши. Но в жаркий воздух южной ночи ты не гляди, он не придет. Твои тоскующие очи вот это тело призовет. Скорей еще друг милый дышит, еще кинжалом мой не обсох. Твой нежный друг еще услышит ему, и мне отрадный вздох. Твой нежный друг еще услышит ему, и мне отрадный вздох. Скорей же, дева, все готово, я буду скоро, как Божий гром. Одно язвительное слово, еще удар, и я отмщен. Еще удар, и я отмщен. У нас принято с пустыми руками в гости не ходить, поэтому я, конечно, вам хочу вручить свой первый диск, который вышел год назад, второй выходит через недельку. Это вам и, конечно, труд всей моей жизни. Это книга, которую я писал более 20 лет уже. Это родословная моей семьи. Спасибо. Ну а сейчас прошу вас перейти к блюду, которое мы сегодня будем готовить. Ну что, на днях, как говорится, или вот уже идет такое небольшое мое турне по городам Республики Татарстан. Дело в том, что у меня небольшой юбилей, 10 лет на сцене. И я подумал, почему бы нам не приготовить с вами такое праздничное блюдо. Вы поспешили, но это будет, конечно, торт. Торт может быть немножко необычный. Такой сезонный, осенний. Это будет кабачковый торт. Вы не возражаете? Браво, браво. Наверное, начнем с пока... Хорошо, раз вы предлагаете Да нет, блюда. я просто показал, Нет, какие почему? кабачки с огорода принес Владимир. Они И с чего очень мы вам начнем? идут. Мы давайте для начала все-таки приготовим с вами поджарку. У нас есть лук? Конечно, у нас есть. У вас даже лук есть? Владимир, у нас здесь все в честь вашего 10-летнего юбилея. Ну, спасибо. Владимир, и, естественно, сразу первый вопрос, как человеку, обладающему великолепным басом. Где вы научились резать лук? Пока вы думаете, как Вы ответить, еще я не возьму видели, как сковородочку. я резал, а вы уже хвалите меня. Ну, вы можете начать, кстати, уже приступать потихонечку. Ну, знаете, такое дело очень такое горькое, поэтому я хотел бы с вами ее разделить. Давайте вместе с вами. Вместе со мной. Одну вам луковицу, одну мне. Я думаю, нам две достаточно будет луковицы. Ага, и мы их- Вот, Руслан, ну что, наверное, режем полукольцами, так будет красивее.
Итак, Владимир, ну расскажите, как вообще вот время-то хватает готовить? Я же понимаю, что вы любитель кулинарии. На самом деле я люблю больше есть, чем готовить. Вот. Ну, готовить я, конечно, тоже люблю в особых случаях, когда меня приглашают на такую замечательную передачу, как «Секреты татарской кухни». Ну, а любимые блюда какие все-таки? Вот кроме кабачкового тортика. Знаете, любимые блюда, я думаю, так же, как и у вас, те, которые готовит мама. А мама готовит у И вас? теперь уже жена, так ведь? Ну, конечно, я уж не знаю, что называть. Я хотел вам приготовить, изначально думал, дуршмак, но вот недавно вы готовили, решил, вот это, кстати, одно из любимых моих блюд, которые мама готовит. А вот сегодня мы готовим блюдо, которое когда-то меня угостила супруга. И вот сегодня я хочу поделиться секретом этого приготовления с вами. Вот вы родились в Челнах, но вы написали книгу о работаете, вашем селе. работаете. А я уже все Все сделал. уже сделали? Да, конечно. Ну, по крайней мере, для камеры я Хорошо. сделал точно. Так-то не очень, я так Было понимаю. бы хорошо поменьше, потому что когда вы будете потом есть, вдруг что-то вам попадется. Так, ну тогда не получится Да. не полукольцами, а квадратиками. Нет, полукольцем был бы лучше. Не делайте этого. Ну что, как у я нас стараюсь. сковородочка? Сковородочка А разогрелась практически, или нет? Да, разогрелась. Давайте добавлять лук. Сначала вы, потом я посмотрю. Так, ну это делается примерно вот так вот, с хорошими мыслями. Ну, кстати, вот на вопрос про вторую книжку, это книга «Моя семья», это у вас книга номер 2, я понимаю, но вы написали еще книгу про свое родное село в Заинском районе. Да, это был первый мой труд. Дело в том, что у меня первое образование ведь историческое. И, конечно, мне было интересно написать что-то о своей семье, о деревне, где родились, выросли мои родители. И, конечно, для меня это было увлекательное событие. Вот. В 2011 году я издал эту книгу, и я думаю, что это не у каждой деревни есть книга о истории. Нет, не у каждой деревни есть Владимир Васильев, который возьмет вот так вот и напишет книгу о своей замечательной деревне. Что мы будем добавлять сюда еще? Думаю, нам пригодится теперь морковка. Морковка. Так, пожалуйста. Это я Но передаю вам. мы ее уже будем не нарезать, а пропускать через крупную терку. Так, терочка понадобится. Отлично. Но вы, как человек с историческим образованием, как попали вот в сферу оперы, филармонии? Как это все получилось? Получилось совсем случайно. Я, как вам уже сказал, получал первое высшее образование, это учитель истории, и вот хотел принять участие в конкурсе «Алло, мы ищем таланты». Я, конечно, подошел к педагогу, попросил меня подготовить, выучить песню, но, к сожалению, я просудился перед конкурсом и не смог принять участие. Ну, а потом на следующий конкурс. И педагог, как мне кажется, посчитал, что из меня что-то еще можно выжать, и предложил позаниматься дальше. Вот так родилась, наверное, мечта моих родителей, которые когда-то меня в детстве именно отдали в музыкальную школу и сказали: сынок, мама мне сказала: сынок, я хочу, чтобы ты был артистом. Вот. Ну и слава богу, все получилось. Так, Владимир, готов у вас? Готова морковочка. Да, я думаю, можно уже добавить, кстати, Сюда к нашей морковку поджарке. к луку, пусть вместе жарится. Отлично. Для того, чтобы равномерно, да, у нас лук прожаривался, и морковка мы чуть-чуть убавим. Огонь. Да. Руслан, у нас есть еще дела поважнее, это можно по пути, да, помешивать. А сейчас приступим к основному нашему действию. Нам нужно будет, конечно, нарезать и готовить кабак. Так, Кабачок. раскрою секрет нашим телезрителям. Все продукты, все овощи, которые сегодня мы используем в приготовлении нашего блюда, Владимир принес со своего огорода. Я действительно хочу с гордостью сказать, что кабачки, выращенные на огороде моих родителей, для меня это очень всегда приятно. Спасибо, спасибо вашим родителям, передаем большой привет. Да. И сейчас мы будем... Ну что, давайте возьмем кабачок поменьше, его вот будет этот, да? полегче чистить. Ну что, с какого вам конца больше нравится? Посередине. Посередине? Да. Ну давайте. Это середина? Ну, можно сказать, да. Так. И так мы будем чистить кожуру? Обязательно. Что я хочу сказать? Готовка вкусной еды
у нас передается, да, от родителей, от бабушек. А как раньше, какие раньше традиции были, вот собирались вместе, каждый праздник проводили, пели задушевные песни, да, конечно. И самое интересное, что сейчас у нас утеряно, да, каждое блюдо сопровождалось, вынос его, открытие, например, баляша сопровождалось песни, которые непосредственно готовились к этому мероприятию, понимаете? И вот, например, ну, во время моей одной из этнографической работы мне удалось запечатлеть такие строки. Бәліштіші қойнар болса тасма білін тұтмағыз, бәліші біз тәмілі болса тілігізні ютмағыз. Браво! Действительно, я, кстати, впервые слышу эту песню, но... Ну что, это частушки, это токмаклар, которые в нашей жизни и по сей день живут еще в деревнях. Уважаемые телезрители, мы продолжаем готовить кабачковый торт вместе с Владимиром Васильевым. И у нас сейчас... Подготовка коржей. Коржей, да. Если можно так назвать. Можно. Ну, для этого давайте, до этого мы посмотрим еще раз наш лук. Наверное, он сейчас готов. я проверю, может, проверяйте. Не хрустит? Нет, уже готов. прокалывается? Да. Так, теперь давайте это мы отложим в сторонку и накроем крышкой, для того, чтобы он все-таки у нас был тепленький. Так, вот терка. Так, вот вам, пожалуйста, терочка. Ну, и через крупную? Руслан, давайте я буду смотреть, я это уже умею, а вот в конце концов и вы попробуйте. Так, мы через крупную терочку, да? Через мелкую терку. Через мелкую терку? Да. Так. Я думаю, даже через вот эту, да? Так, итак. Ну что, вот у вас красиво все получается. Процесс пошел. Да. Владимир, ну у вас тоже неплохо получается. Вы участник многих международных конкурсов, постоянные гастроли в России, за границей. Вот есть вот такой запоминающийся вот конкурс, который впал в душу, я не знаю, самая первая победа какая-то? Знаете, наверное, запоминается все-таки победа самая большая. Это победа на клиниковском конкурсе, где я был удостоен первой премии. И, конечно же, для меня это большой подарок в жизни, который заставил не спускаться ниже этой планки. И когда это было? 2005 год. Кстати, по поводу, вот, да, вы работаете с инструментом, и у моего отца есть замечательная пословица «Пралы шлей, ирмахтана». А можно русский вариант? Русский вариант, конечно. Инструмент работает, мужчина хвалится. Мужчина хвалится. У вас замечательно получается. Вы замечательно приготовили кабачок. Теперь нужна миска. Так, миска. Наш кабачок лучше вот эту. Вот эту, да? Она мне как-то больше по душе. Ну что, наверное, еще вилочка нам нужна будет сейчас. Пожалуйста. Да, давайте вот так. То есть, так, мы это все в формочку нашу помещаем. Я думаю, что нам уже доска не пригодится, а вот пригодится яйцо, яйцо и соль. Так, вот, пожалуйста, вам. Хочу сразу предупредить, да, соль я в этом блюде ложу мало, а уже зритель, да, по желанию. По желанию. Вкусу, как так, говорится. ну сколько яиц мы туда? Я думаю, 2 яичка для того, чтобы у нас блинчики не рвались. Так, отлично. Пока не забыл, нужно сделать 2 дела, да. Во-первых, сюда добавить муки, вот, и все-таки в поджарку нам не помешало бы головку чеснока. Так, давайте чесноком займусь я. Доводим нашу консистенцию до однородной массы. Я думаю, ложки 3. 3 для будет достаточно. Такого, да. Владимир, ну и, конечно же, нельзя не спросить вас, а вот ваши идолы, примеры для подражания, так скажем, среди людей, которые обладают таким же прекрасным басом, как и вы. Вот кто они? Раскройте нам этот секрет. Вы знаете, настоящий профессионал, я думаю, должен учиться у всех. У всех, кого слышал, и у тех, кто начинает, и у маститых певцов уже, да, поэтому все без исключения, если уж говорить про басов, басы, для меня в жизни сделали что-то полезное. Это и мой педагог Юрий Владимирович Борисенко.
Да, преподаватель, профессор Казанской государственной консерватории. Это и наш замечательный Михаил Казаков, солист нашего театра, Татарского академического оперного театра, Большого театра. Да, в общем-то, и маститы, вы же говорите, если Рейзен, Михайлов, каждый из них привнес и в меня тоже что-то важное, что-то полезное. Под самый конец поджарки, да, когда все уже готово, для аромата мы, конечно, через чеснокодавку раздаем наш чеснок. Теперь будем готовить коржи. Для этого надо, конечно, мы давно должны были сделать разогреть. Так, разогреваем сковородку, добавляем туда Чуть-чуть, чтобы первый блин не был комом. Итак, мы переходим к самому интересному. Сейчас мы будем печь, шарить, как хотите. Пожалуй, самое главное коржи. У нас, да, коржи. Так, я подготовлю тарелочку, в которую мы будем выкладывать наши Выкладываем коржики. пару ложечек. Всего лишь пару, да? То есть он как вот должен быть толстый все-таки или тонкий корж? Опять-таки на любителей. Если есть время, делайте, как говорится, тоненькие слои. Вот, их будет побольше. А если нет времени, делаем потолще и прибавляем газу. И Так. делаем абсолютно то же самое. Так, я думаю, самое время перевернуть этот блин наш. Пожалуй, краешки у нас вроде бы уже подсыхают. Я да? думал, вы как профессионал сделаете, подкинете, блин, перевернется, сделает тройное сальто Ну, и знаете, вернется на место. не настолько все, да? Ой, как вы как рассказываете, красиво получилось. все, что умею. Руслан, ну что, давайте, пока блин доходит до кондиции, как говорится, да, мы приготовим с вами украшение нашего торта. Так, договорились? Торта будет правильнее, да. Ну, нам, как говорится, татарам, Листья скидочка, салата. листья салата, пожалуйста. И кудрявой петрушки, да? Так, петрушечка. Ароматная. Красиво Это у нас будет такое укладываем. красивое основание для наших коржей и для праздничного тортика. Петрушечку С украшаем. листьями салата достаточно. Так. А петрушку украшаете вы. Хорошо, давайте попробуем. Так, вот так вот. Неплохо. Есть. Аккуратненько. Есть Да. первый блин, который получился не комом, а получился очень даже. Итак, пока у нас готовится второй коржик, Руслан, я поручаю это вам. Я думаю, что с ложкой вам лучше будет. Накладываем на корж нашу поджарку. Так, мы, значит, вот это все красиво отправляем. Давайте я поближе тарелочку. Так, да? хорошо. Так, готов первый слой. Так, теперь майонез. Так, пожалуйста. Майонез. Майонез. Все так же слоем. Давайте Так, это а я мне сделаю. позвольте А посолить пока. вы посолите, да? Так, я еще проверю состояние нашего коржика номер 2. Он пока еще Я думаю, ложки 1,5 вот для такого. майонеза, да? Да. И соль. Кстати, если майонез присутствует, то соли много не надо, мне кажется. И я поэтому в этом блюде использую не так много соли. Есть первый слой, есть первый наш корж. Да. Так, Пора как вы перевернуть, думаете? может быть, да? Да. Вот видите, как у нас с вами оперативно. И опа. Ну что, вот так, конечно. Вот, научили вы меня Ну, коржи смотрите. печь. Ну и таким макаром, я так понимаю, мы делаем слой за слоем. Да, значит, корж, поджарка, да, Поджарка. и майонез, И и чуть-чуть соли. соль, да, по вкусу или на глаз. Ну и в зависимости от вашего настроения зависит количество слоев вашего праздничного тортика. Напоминаю, сегодня у меня в гостях человек с мощным, великолепным басом Владимир Васильев, который уже практически приготовил мощное такое же блюдо, которое называется кабачковый торт. Вот оно. Ну, Руслан, с чего начинали, тем и заканчиваем, да, торт праздничный, 10 лет на сцене, и вот я решил сегодня вместе с вами, конечно, приготовить 10 коржей, чтобы и видно, как говорится, было с экрана, да, ну и чтобы было что покушать в конце концов. Ну и 90% успеха, наверное, любого блюда составляет то, как оно выглядит. Конечно, вот к этому зеленому, прекрасной зеленой картине не хватает красных таких помидорочек. Они у нас есть, и Так, вот помидорчики. эти черри, да, они нам Пожалуйста. как раз и помогут. Так, мы их... Выставляем, Подождите, просто черри. выставляем. мы просто, я думал, Да, сейчас это разрезать будем. элементарно. Здесь никаких сложностей нет. Черри нам достаточно. Да, и теперь немножко будет посложнее. Мы будем составлять букет из тех же самых помидоров, но из желтых.
Кто научил вас этому секрету? Сейчас учит всему на самом деле интернет. Ага. Поэтому, готовясь к вашей передаче, я думал, как украсить наш обычный торт. Ну вот пришла в голову мысль сделать вот такие замечательные цветы. Хотели обратиться к повару, но ближе был интернет, поэтому вот через интернет все. Интернет сближает, интернет учит. Покажите, пожалуйста, в кадр покажите. Вот она, помидорная розочка. Спасибо. Как всегда, самое интересное, да, вот положил розочку и вижу, что что-то не клеится. Майонеза, конечно, не хватает. Все, сейчас. Так, то есть надо шапочку тоже, да? Позвольте Да, мне. обязательно. Ну как вам такая шапочка? Замечательно. Ну что, теперь выкладываем нашу розу. И таких роз будет у нас сегодня 3. Лук нарезали полукольцами, натерли морковь и обжарили овощи на растительном масле до готовности. Кабачок очистили, удалили семечки и пропустили через мелкую терку. Добавили яйца, соль, муку и замесили тесто, как на оладьи. Обжарили кабачковые коржи на блинной сковороде до румяной корочки, выложили стопкой на блюдо, смазывая каждый слой овощной поджаркой и майонезом. Полученный торт украсили помидорами и зеленью. Вот такая красота у нас получилась. Это все или еще что-то? Ну, у каждой розы есть, конечно, свои лепестки. Давайте для этого листья салата и нашу, пожалуйста. Да, кудрявую петрушку. Так, еще петрушечки. Еще маленький штрижочек. Ну конечно, мы это все зальем сейчас У бульоном. каждой розы есть росинки. Пусть это будет непрозрачное, здесь немножко так водичка есть, конечно. Пусть это будут маковые росинки. Отлично. Ну, и для этого мы используем мак. Очень оригинально. Ну, поздравляю вас. Это и мы поздравляем вас с 10-летним юбилеем вашего творчества. Владимир, ну мне кажется, не хватает, знаете, одного нюанса. Ну какой праздничный торт без свечей? И это уже мы подготовили сами для вас последний штрижок. Спасибо. Все это украсим. Как неожиданно. Вот он наш самый главный праздничный торт, Владимир, в честь вашего 10-летнего творческого юбилея. Мы поздравляем Спасибо. вас. И вот эти вот свечки от нас, небольшой подарок. Ну, было бы, наверное, логично разделить вот такой прекрасный букет с нашими очаровательными девушками, женщинами, которые смотрят нашу передачу. Матур шибер кызларыбыз, хатын кызларыбыз. Хөрмәтле әбиләребез, менә мондый чәчәкләребезне сезгә тапшырып, иң мөһиме, иң изге теләкләр белән Владимир Васильев. Ура! Бергә яшик, бергә җырлыйк, бәйрәм белән. Молодец! Владимир, ну и давайте мы свечки задуем, загадаем желание на счет 3. 3! Поздравляем вас! Ну и, конечно же, от вас, как обладателя замечательного баса, красивую песню для наших телезрителей. Хотелось бы, знаете, спеть какую песню, которая сопровождает меня всю жизнь и которая действительно наполняется смыслом испокон веков. Это песня Кряшин «Ак-калфак». Прошу. Ой, әлі бик ерақта идік біз, бір көрішер үшін келдік біз. Ақ қалфақның табылған шағы, ақ қалфақның табылған шағы. Туғанарының сағынған шағы. Спасибо, браво! Владимир, со словами благодарности хочу вас поздравить еще раз с вашим юбилеем, 10 лет на сцене. Ну и, конечно же, спешу попробовать ваш праздничный кабачковый торт. Давайте попробуем, самому Так, интересно. Бисмилля рахман рахим. Я не знаю, как у вас кусочек, но у меня просто язык проглотил. Во-первых, это шикарная холодная закуска. Во-вторых, я очень люблю кабачки. Его угадали.
с тем составом вашего тортика. В-третьих, хочу сказать еще раз большое спасибо. Владимир Васильев был у нас сегодня на нашем кулинарном шоу и приготовил замечательный, я вам скажу, стопроцентный праздничный тортик. Поздравляю вас еще раз. Спасибо огромное. До новых встреч. Успехов. До встречи. С вами был Дуслар, секрет татарской кухни. Увидимся в следующей программе. Программа «Секреты татарской кухни» готовит на кухне Мария. Мария, когда кухня в радость.